Я бы сказал, что из всех областей, где я являюсь экспертом, главное — это утомление. Диплом в этой области в университетах не выдают. Его получают в суровой школе жизни. Лично я испытывал такую усталость столько лет, а потом преодолел эту усталость и помог десяткам тысяч людей. И сейчас я расскажу вам, как вернуть себе энергию. Я испробовал все неправильные методы, пил все эти таблетки и витамины, но в основе моей усталости было что-то другое, что я упускал из виду. Когда годы спустя я наконец понял, в чем дело, я словно убрал забрало с глаз и проснулся. Итак, поговорим о 7 причинах вашей усталости. Первая причина — усталость надпочечников. У вас слишком много кортизола. Вот чем интересен кортизол. Это гормон стресса, который адаптирует организм к стрессу. При стрессе организм начинает работать на глюкозе, независимо от вашей диеты. При слишком сильном стрессе организм просто работает на глюкозе. Поэтому у кортизола есть еще одно название — глюкокортикоид. Это глюкокортикоид. Это глюкозный гормон для краткосрочного снабжения энергией. Он должен давать нам энергию. Но в итоге возникает усталость, ведь он задействует много глюкозы, запасенной в печени, и кортизол создает глюкозу из белка и жира. Этот процесс называется глюконеогенез. И вот вся эта глюкоза отправляется в кровоток. Уровень сахара в крови повышается, подключается инсулин и снижает его. А хронический стресс все только усугубляет. И вся эта глюкоза вас по-настоящему выматывает. То есть, чем больше стресса, тем больше организм работает на сахаре. В мозге есть маленькая железа, которая называется амигдала. Она очень похожа на надпочечники рядом с почками, но она работает в мозге. Иначе говоря, она нацелена на особый тип стресса в мозге. Этим особым стрессом является стресс, вызванный страхом. Это реакция на страх. Итак, амигдала связана с различными оттенками страха. Будь то страх очень высокого уровня, как, например, при смущении, или сильный приступ паники, или состояние ужаса, или где-то посередине, тревога или беспокойство. Все это состояние страха. И каждый раз в состоянии страха подключается амигдала, и она влияет на множество биологических процессов, например, на способность спать, на способность расслабляться. И все, что связано со страхом, побуждает нас избегать этого страха. Вы, вероятно, слышали такое. Нужно смотреть в лицо своим страхам. Что ж, когда смотришь в лицо страхам, они уже не страхи. Ведь страх — это избегание чего-то. Но стоит перестать избегать этого и посмотреть на это, страх исчезает. Лучшее средство при стрессе надпочечников или гиперактивности амигдалы — это прием витамина В1. Хорошие дозы витамина В1 в виде пищевых дрожжей. Благодаря этому вы будете очень спокойным. Помимо этого, можно принимать ашваганду. По ссылке внизу есть больше данных. Ашваганда — это адаптоген. Она повышает стрессоустойчивость. Есть много других трав-адаптогенов, но ашваганда — одна из лучших. Следующее средство — это сон. Больше сна — лучший контроль над стрессом. Лучше работают надпочечники. О сне еще поговорим. И еще одно средство — это физическая работа. Это просто отличная терапия при стрессе. Любая физическая работа очень помогает уменьшить стресс. Упражнения тоже помогают, но физическая работа намного лучше. Потому что физическая работа, а также упражнения, помогают истощить накапливающуюся энергию стресса, которая не дает спать. Итак, номер 2. Сон. Плохой сон приводит к усталости. Часто нам не дает заснуть избыток кортизола, вызванный стрессом, особенно если это происходит с полуночи до 2 часов ночи. В это время кортизол должен быть на минимуме. Но при гиперактивности надпочечников в это время сна обычно не в одном глазу. У меня была эта проблема много лет, пока я не разобрался со всем этим. Еще кое-что по поводу сна. Есть гормон сна, он называется мелатонин. Недавно я выпустил очень интересное видео о мелатонине. Есть 2 типа мелатонина. Один тип находится в крови и шишковидной железе.
Но есть мелатонин второго типа. Он находится во всех наших клетках, глубоко в клетках. Он называется внутриклеточный мелатонин. И чтобы повысить уровень этого мелатонина, нужно инфракрасное излучение. Вы знаете, что солнечный свет больше, чем наполовину инфракрасный свет. Этот инфракрасный свет повышает уровень мелатонина во всех клетках нашего тела. Это значительно улучшает сон. Еще одна роль мелатонина в том, что он действует как мощный антиоксидант, даже более мощный, чем глутатион в печени. Поэтому мелатонин очень важен для противодействия стрессу и уменьшения повреждений из-за окисления и свободных радикалов. Так что, если есть возможность, обязательно бывайте на солнце достаточно долго. Но зимой, когда нет солнца, можно получать инфракрасный свет от камина, от костра, от свечей или с помощью терапии красным светом. Инфракрасное излучение ощущается так же, как тепло, которое идет от солнца, или от костра, или от ламп накаливания, но не ламп дневного света или светодиодных ламп, которые сейчас в ходу как в компьютерах и смартфонах. Такой свет противодействует инфракрасному излучению и истощает запасы мелатонина. Вероятно, это одна из причин проблем со сном. Люди весь день сидят перед экраном и не могут пополнить запасы мелатонина. Рекомендую еще одно очень хорошее средство для сна. Я и сам его использую. Я принимаю 4 капсулы своей формулы «Здоровый сон» минут за 20 до сна и 3 капсулы своих витаминов D3 и K2. Это работает очень эффективно, погружает в замечательный глубокий дельта-сон. И благодаря этому я могу спать даже по 9 часов. Я использую это, когда нужно поспать немного дольше. Но сейчас у меня с циклами сна все довольно хорошо. Витамин D3 помогает перезагрузить центры сна. Отлично помогает при смене часовых поясов и очень-очень важен для циклов сна. Витамин D3 прямо перед сном помогает сну, и он не лишит вас сна. Номер 3. Поствирусный синдром. Скажем, у вас только что был ковид или какой-нибудь вирусный грипп. И теперь у вас остаточное утомление, у вас синдром хронического утомления. В медицине это называется миалгический энцефаломиелит. Что это значит? Этот мудреный термин означает сочетание боли в мышцах, воспаления или болезненности и воспаления в мозге, что приводит к когнитивному ослаблению и утомлению. Так вот, это состояние организма очень похоже на симптомы дефицита витамина В1, а также на симптомы дефицита витамина В3. Я думаю, что на самом деле здесь происходит вот что. Возникает иммунный ответ на воспаление. Это вызывает сильное окисление, обширные повреждения свободными радикалами. И человек сталкивается с этой инфекцией, когда у него закончились витамины группы В. И остаточное утомление после этой инфекции — это на самом деле дефицит витаминов. В основном витамина В1, но также и других витаминов группы В и других нутриентов. Если у вас только что была болезнь, и вы начнете принимать пищевые дрожжи или В1, постарайтесь найти его натуральный источник, а также витамин D3 с цинком, то ваш уровень энергии начнет повышаться. Можно принимать и другие средства. Это мощные антиоксиданты, такие как N-ацетилцистеин, и не принимать мелатонин в добавке, а бывать под инфракрасным излучением, естественным образом повышая мелатонин, который, как я говорил, является очень мощным антиоксидантом, пожалуй, даже более мощным, чем глутатион. Хочу сказать еще кое-что о вирусах. Когда у вас есть вирусы в спящем состоянии, они называются латентными вирусами. Скажем, у вас была инфекция в школьном возрасте, вирус Эпштейна-Барр, а 20 лет спустя этот вирус выходит из спячки. Обычно вирус выходит из спячки, когда у человека стресс, потому что кортизол — это гормон, который подавляет иммунную систему.
Он на самом деле снижает иммунитет. Вот почему многие принимают преднизон от самых разных инфекций, потому что он устраняет симптомы. Однако он не только устраняет воспаление, но и полностью устраняет иммунный ответ. Итак, при высоком уровне кортизола ваша иммунная система временно засыпает, открывая дверь этим вирусам, которые могут вырваться и напасть на вас, когда вы безоружны. Так вот, если у вас есть любые поствирусные симптомы, будь то утомление или что угодно еще, сделайте все возможное, чтобы найти причину своего стресса, и постарайтесь устранить ее, потому что очень трудно избавиться от этого утомления, если стрессовая ситуация по-прежнему не устранена. И, к сожалению, утраты могут быть частью стресса. Это называется скорбь. Из-за утраты повышается кортизол, повышается стресс. И тогда вирусы могут вырваться и создать множество проблем. Если вы находитесь в такой ситуации, обязательно делайте то, о чем я говорю. Больше сна, больше нутриентов, инфракрасное излучение, определенные нутриенты и прочее. Ну хорошо. Еще одна причина утомления — это болезнь Лайма. Эта болезнь вызывается спирохетой. Это разновидность бактерий, которые вызывают в организме иммунную реакцию. Все симптомы болезни Лайма вызваны тем, что иммунная система человека пытается убить этот микроб, но не может его найти. Так вот, я рекомендую использовать природные антибиотики, например, орегано, чеснок, тимьян, шалфей. Натуральные средства, способные укрепить иммунную систему, но без побочных эффектов. Номер 5. Инсулинорезистентность. Если у вас высокоуглеводная диета, осознайте, что ваш мозг отчасти без сознания, ведь именно это и делают углеводы, заставляют мозг спать, поэтому вас клонит в сон после еды. Низкоуглеводная диета пробуждает мозг, уровень осознания повышается. При этом мозг работает на кетонах, а это предпочтительное топливо. Так что, если вы еще не перешли на кетогенную диету с интервальным голоданием, этот переход может изменить ваш уровень энергии как ничто другое. Внизу есть ссылка для тех, кто еще не знаком с этой темой. Номер 6. Низкая кислотность в желудке. Если у вас слабый желудочный сок, особенно с возрастом он становится слабее, вы не сможете усваивать витамин В12, вы не сможете хорошо усваивать железо. Все это может привести к анемии. Вы не сможете как следует расщеплять белок. Это может вызвать утомление. Вы будете подвержены избыточному бактериальному росту в тонкой кишке. Это может вызвать усталость, не говоря уже о проблемах с пищеварением. От них тоже бывает усталость. Простое средство — яблочный уксус с бетаиногидрохлоридом. Но учтите, что вначале его придется принимать много. Возможно, придется принимать 5, 6, 7 таблеток непосредственно перед едой в течение недель, прежде чем ситуация действительно начнет улучшаться, потому что бетаиногидрохлорид — это не очень концентрированная соляная кислота. Это очень слабая кислота, и нужно время, чтобы повысить кислотность. И последний момент, о котором я расскажу — дефицит витаминов. Это может вызвать утомление. Это бывает не так часто, но бывает. Я уже сказал об B12, уже сказал о железе, но я не сказал о калии. Во всех наших клетках есть натрий-калиевый насос. Он вырабатывает электроэнергию для клеток, и нам нужно много калия для выработки этой энергии. Натрий получить очень легко, но калий получить труднее. Чтобы получить калий, нужно есть много зелени. Верно. Это может дать вам много энергии. Если вы едите мало зелени, возможно, вам нужно есть ее больше, чтобы получать больше калия. А также еще одного минерала, который тоже нужен для энергии и АТФ, а именно магния. Итак, можно получить много магния и калия из больших порций зелени. Я заметил, что в те дни, когда я не ем много зелени, я немного уставший. Так вот, из всего, что можно сделать, самое важное — это привести в порядок свое питание. Я не знал этого раньше. И я пытался принимать массу витаминов и делать все остальное, но я ел много углеводов. Бесполезно.
Так что первым делом надо начать кето-диету с интервальным голоданием. Номер 2 — нужно устранить стресс, чтобы вы могли спать. Это номер 2, и эти факторы связаны. И номер 3. Часто бывают какие-то скрытые остаточные явления после какой-то прошлой инфекции. Или какой-то латентный вирус мог выйти из спячки. В этом случае нужно принимать больше B1, D3, цинка и делать что-то еще, что я рекомендую. Если вы не смотрели мое видео о мелатонине, это очень важное видео. Посмотрите.